Эльдар ага, как вы считаете, все ли смогла сделать Украина для крымских татар за эти 23 года? Вы национальное движение уже всю жизнь, можно сказать, давно. Ваше мнение на этот счет? Я считаю, что за 23 года Украина мало того, что ничего не сделала, она крест положила на мечты и на требования крымских татар. Основные требования крымских татар – это восстановление государственности. Поэтому, создав в 1991 году унитарное государство, она лишила, понимаешь, эти требования крымским татарам. И за 23 года, за 24 года своего существования, она ни одного положительного постановления не вынесла, понимаю, по отношению к крымским татарам. А в чем причина, на ваш взгляд? Причина, я считаю, только в национал-предателей наших. Ради кресел, которые они сидят в законодательном органе Украины, вот, чтобы занять эти кресла, они просто-напросто продали интересы народа. И продолжают это делать по сегодняшний день. Вы считаете, что нынешняя власть, пришедшая в Крым, решит крымско-татарский вопрос? Ну, в отношении нынешней власти у меня одна надежда только. И притом в связи с созданным указом Путина, я думаю, давно уже, и я об этом говорил, сразу после указа, сразу надо было крымским татарам схватиться за этот указ и потребовать, что говорится в этом указе. Вот, и разоблачать, я думаю, очень большие виновники местные власти, которые, значит, игнорируют данный указ. Я так считаю. Вы верите России, что реализует все пожелания крымских татар? Это России с трудом можно верить, но наша судьба в наших руках. Наши требования должны быть по отношению к России, по отношению того же указа, который создал Путин. Мы должны это разоблачать, требовать в исполнении данного указа. О чем это говорится в этом указе, никто не знает. С приходом России в Крым, новой власти в Крым, будем говорить, да, в марте месяце, начались исчезновения крымских татар. Есть, с одной стороны, указ, формально или неформально признание крымско-татарского языка государственным, но есть реальные факты повседневной жизни, связанные с обысками в домах, в мечетях, с обысками в библиотеках, в школах даже крымско-татарских, и исчезновение людей, и смерть людей. Вот поэтому я и говорю, что первое, что мы сейчас должны разоблачать, это указ. Кто же виновник, в конце концов? Действительно, указ создан, вроде реабилитационный указ, да? А здесь на местах, вы понимаете, я повторюсь, проводят обыски в мечетях наших, в домах, с автоматами не так просто, с автоматами в масках, исчезновают наши, люди, крадут, воруют прямо. Это не то, что так просто исчезли, а есть же факты, когда их воруют, и до этих пор неизвестно ничего о них. Не это ли реальная действительность новой власти? Украина ничего не делала, но при Украине не происходило этого. Были случаи, но не происходит. Сейчас ситуация не усугубилась. Дело в том, что новая власть, это так называемая, это вся старая власть, понимаете, которая пропитана антитатарской пропагандой. Да. И поэтому ожидать что-либо хорошее от этой власти, наверное, не следует. От нынешней власти? От нынешней власти. Тогда нет так как разницы. Это старые чиновники, старые эти. А есть разница между украинской властью и российской властью в отношении крымских татар? Ну, сейчас еще в отношении России говорить рановато, вот, но в отношении Украины твердо можно сказать, что они были и остаются против крымских татар, так как Порошенко, президент их, еще раз утвердил о том, что унитарное государство и не может быть какие-либо федерации здесь. А раз нету, раз она унитарная, значит никакой республики у нас быть не может.